Это гораздо страшнее, чем прыгать с парашютом. Так утверждают очевидцы и некоторые из поклонников нового экстремального увлечения. Правда, сами роуп-джамперы чаще всего говорят, что не боятся. Привыкли. По их словам, все очень просто. Привязываешься веревкой, подходишь к краю моста и вперед. Туда, куда сделать шаг все-таки страшновато. Ребята предупреждают, не пытайтесь это повторить. Нужно иметь отменное здоровье, специальную подготовку и современное оборудование, чтобы позволить себе сделать шаг, за которым свободное падение, ощущение полета и гордость за то, что смог преодолеть себя. Разбежавшись, прыгнул со скалы. После прыжка Юрий Иванов раскачивается точно маятник. Появляется то по ту, то по эту сторону пролетов моста. Само свободное падение длится считанные секунды, после чего срабатывает блокировочная веревка, которой с помощью специальных карабинов привязан экстремал. Постепенно раскачивание становится все более и более плавным. И вот тут уже можно раскинуть руки и наслаждаться полетом. Эти люди называют себя роуп-джамперами, а свое увлечение – экстремальным отдыхом. Само понятие роуп-джампинг – это прыжки на веревке, поэтому в названии прыжки – это джамп, а веревка – это роуп. Нас объединяет, скорее всего, стремление периодически испытывать вот эту вот грань преодоления страха. К прыжкам готовится очень тщательно, мера безопасности обязательно к исполнению. Веревки выдерживают до 2,5 тонн веса, а прыгают ребята в специальном альпинистском снаряжении. Это относительно безопасно, но нужно быть не абсолютно безбашенным человеком, нужно хоть немного разбираться в этих веревках, знать узлы. Все эти ребята раньше занимались альпинизмом, скалолазанием и спортивным туризмом. Непрофессионалам лучше не пытаться повторить такие прыжки, ведь нужно обладать отменным здоровьем, чтобы выдержать удар жесткой веревки, который принимает на себя спина. В первую очередь, конечно, получает удар позвоночник, и это приводит к тому, что или начинает прогрессировать и развиваться явление остеохондроза, или, возможно, даже травма позвоночника. Поклонники роуп-джампинга в Чувашии собираются здесь, на старом заброшенном железнодорожном мосту. От перекрытия моста до земли тут не менее 20 метров. Условия будто специально созданы для экстрима. Всякий раз перед прыжком испытываешь страх, признается Юрий Иванов. Преодолеть его – вот главная задача. И поэтому сегодня этот фотограф и Чебоксар опять на высоте. Уже начинает присутствовать такой мандраж. Трясутся ноги. Вообще кайф для меня переломать страх. А вот Олеся Курбанова, студентка Чебоксарского университета, напротив, высоты не боится. Сегодня у нее уже 3-й прыжок. Отличный способ отключиться от будничной рутины, уверена она. Как говорят эти ребята, во время прыжка адреналин буквально бурлит, а чувство полета ни с чем не сравнить. Поэтому, как только представится возможность, они снова приедут сюда, летать и признаваться в любви к высоте. Я люблю тебя! Юрий Чухин, Владимир Бессарабов, Первый канал, Чувашия. Говорят, что этот мост еще в 40-е строили пленные немцы. Потом поезда пошли через новый мост, а эта красота так и осталась. Видать, строили его на века, не как нынче, говорят в округе. Именно это место и стало площадкой, куда съезжаются роуп-джамперы со всей республики. С английского роуп, веревка, джамп, Юра. Джампинг – это все остальные придурки, которые этим занимаются. Вот к прыжку готовится очередной любитель экстрима. К его альпинистской системе крепится динамическая веревка, туда же еще одна страховочная. Мы уже не первый год занимаемся, говорит Иван Ермощук, известный в республике фотограф-экстремал. Все довели до автоматизма. Мы это делаем уже 5 лет. Технология такая достаточно отработанная. Все безопасно, 100%. Стоять наверху и смотреть вниз действительно очень страшно. Но прыгают даже девушки, поэтому и отказников мало. Очень клевое ощущение, тело себя чувствует вообще превосходно. И когда ты делаешь что-то, через что заставлял, может быть, себя переступить, то потом просто гордишься собой. За всем наблюдает в сторонке местная детвора, просится тоже попрыгать, но возраст не позволяет. Некоторые из селян ворчат, куда лезут, неужели не страшно? Боязно, отвечают роуп-джамперы, но весело. Тяжело только в первый раз. Но, наверное, вот этот самый первый раз самый эмоциональный, самый важный. Число поклонников нового спорта растет с каждым днем. Многие пришли сюда из альпинизма, но большинство узнавали о нем случайно и оставались в команде. Приглашали и нас, мы обещали подумать.
Чувашия посвящается! Альберт Ильин, Анастасия Покровская, Вести Чувашия.